Я нашел. Да что ты нашел? Ты сейчас упадешь. Свободу, смотри. Джага, ты гонишь? Нафиг такая свобода? Все, я пошел отсюда. Джага, отойди оттуда, не гони. Я поздравляю вас с премьерой. Мне очень понравился фильм. Спасибо. Как у вас самого ощущение? Вот, Фильмом я доволен. довольны? Да, я доволен. Да. После окончания трехлетней работы над ним я в конце концов доволен. Почему вы занялись вот экранизацией этой повести, да? Да. И почему занялись вообще, в принципе, темой подростков, наркоманов в 90-е? Ну, я так сейчас упростила. Да, я понял. Ну, первопричина — это, конечно, звонок Зары, автора книги, которая предложила мне начать работу над этим. Но что, если говорить о моих внутренних каких-то стимулах, то, конечно, это был прежде всего для меня вызывал интерес сеттинг. В плане того, что мне было интересно снять конец 90-х и вспомнить свою юность, и дать немножко той эпохи, дать себе вспомнить ту эпоху. Это было нацелено на мою аудиторию зрительскую, аудиторию моих друзей, ровесников. Но я купился на эпоху, на сеттинг, еще не думая о том, во что это все превратится. Потому что изначально мы думали снять какую-то коммерческую проходную картину. Это частные инвестиции, это коммерческий фильм изначально. Ну, в плане задумывался как коммерческий фильм. И поэтому мы не планировали сильно углубляться в это все и до серьезного такого финала. Но потом вот как-то все так сложилось, что фильм не мог позволить себе, наверное, выпуститься в каком-то другом, ином виде. Вот вы говорите, что вы хотели, ну, немножко тоже, да, поностальгировать, там, вспомнить детство. Да. А каким ваше детство было в 90-х? Вот Таким же подвальным, но мне повезло, что я не попадал в героиновые какие-то истории компании, но подвалы, крыши и вот эти героиновые истории проходили рядом. Как-то я, наверное, был поскромнее, чем многие мои друзья в этом плане. У вас был такой друг Джа, который не выжил в 90-х? Или не Ну, было? я бы не назвал их друзьями. Знакомых было много, которые не выжили, которые на наших глазах увидали, на глазах моих и моих друзей. Ну, очень много, да. Это была проблема большая. Героиновый бум в Алма-Ате, там, с приходом талибов к власти. Ну, это факт. Но вы при этом, как бы, вам нравится это время? Мне нравится. Ну, мне кажется, сложно найти человека, который не говорил о своем детстве, о своем прошлом без каких-то теплых воспоминаний. Адмирал Нельсон у вас Да, там. да. Вы его точно восстановили? Потому что вот здесь у меня были, или вы не старались вообще, в принципе, просто назвали его? Он как стоял там, так и стоит. Там ничего не меняется. Вы снимали там, Да, получается, мы в «Адмирале внутри, Нельсоне»? внутри снимали «Адмирала». Единственное, что там более популярная это верхняя комната была, верхний зал. Легендарное А мы место. снимали в нижнем зале, потому что мне больше понравилось такое подвальное, ощущение подвальности какой-то из замкнутости. Поэтому у нас не было говорить, что это прям адмирал. Не было интереса заявлять, что это адмирал Нельсон. Мы хотели, чтобы он просто ассоциировался с клубами 90-х. И вы ходили по клубам 90-х? Ну, я очень редко. Я больше рок-н-ролльствовал, Я больше рок-н-ролльщик, чем клубный житель. Я ходил на рок-концерты. У вас вообще, в принципе, очень много крыш. То есть вообще Да. крыша присутствует в ваших фильмах «Алматинская». Почему? Она что-то для вас значит? Или... Ну да, это вот, наверное, связано с моим как раз-таки юношеством, потому что я сам очень много времени провел на крыше. Я обожаю крыши, да. Ну, это, наверное, не совсем прям детство, но... Ну, тоже подростком, Да, подростком, получается. да, подростком. А что вы делали на крыше?
смотрел на закаты, целовался, танцевал. Вот это всё, свидание всё. из сказа о розовом зайце не ваше случайно? Ну, почти, наверное, да. У нас там также мы расстилали ковер на крыше. И очень много времени проводили там. И вот тут И отсюда выбегает да, колонна. отсюда, и тогда дырка будет хорошо. А ваши актеры замечательные. То есть это обычные ребята, которых вы где-то нашли, да, у них не было никакого Самые обычные актерского опыта. Ты Я прям очень им веришь этим героям? признателен за то, что они доверились мне. И я очень им признателен за то, что они вытерпели это. Это очень сложно. Они ждали выхода фильма 3,5 года, и они все, выросли? они верили, да, они выросли. Они многие вещи начали воспринимать, ну, смотреть в этом фильме и понимать по-другому. И за это я им очень благодарен. Я могу сказать, не знаю, по секрету всему свету, что начало работы было очень сложным, потому что, ну, это был первый опыт с подростком, и когда что-то не получалось, я помню, как я уходил в какое-то, не знаю, в какие-то нервные срывы и переживания, и порой, наверное, давал себе излишние вольности, о чем сожалею. Кричали на них? Да, о чем сожалею. Ну да, наверное, было в какие-то моменты. Я нормально разговариваю? Нормально. А мне кажется, ненормально. Ты попроси, дай, что в себя прийти. Вы не хотите давать, вот, как бы не даете какую-то оценку зрителям своим, но я все-таки вчера заметила, что люди на самом деле увидели тему наркомании все-таки центральной. Да. Я понимаю, что это был такой зритель, ну, немножко предвзятый, да, там, по-моему, были журналисты, актеры, кто-то еще. Вот вы не боитесь, что, ну, как бы люди будут оценивать ваш фильм как историю о подростках, наркоманах в 90-х? Да нет, я вообще ничего не боюсь, по сути. Как бы фильм сделан, и он живет своей жизнью. И право каждого оценивать его так, как он захочет. Ну, фильм достаточно тяжелый. Вчера даже я не согласна, да, с этими вопросами, да. с такой формулировкой, но вчера звучали вопросы, что герой не сделал условно никакого выбора, да, не появилось положительных героев. Я понимаю, как это звучит. Героев, которые помогли бы ему, да, допустим, справиться с этой ситуацией. Да. Вот нет у вас страха, что могут, ну, принять, ну, не знаю, как в свое время, допустим, Гай Германику, да, со школы, когда вот критиковали за эту какую-то излишний реализм, за то, что все как-то безвыходно и бесперспективно. Мне кажется, у нас все-таки люди склонны к этому. Ну, Или вам просто, в принципе, все равно, вы отпускаете картину, и там дальше как... я не знаю, если фильм будет несколько раздражать и тревожить, да, если этот вопрос будет каким-то таким образом, да, если люди видят какой-то выход, глядя на эту историю, будут видеть какой-то выход и проецировать его, то это хорошо, мне кажется, фильм. То есть и это лучше. в таком может работать Но вы к русло. этому готовы, получается. Я готов. И мне кажется, когда фильм готов, он уже это не я, это фильм, он сам по себе. Я сделал все, что мог. Он был там ребенком, был подростком, и теперь он самодостаточная единица, которая прожила свои премьеры, и живет своей жизнью абсолютно. Это фильм, это мой фильм, но это не я. Так. В нашей жизни вообще все просто так. Нафиг смысл. Один раз живем, пацаны. Да, принцесса? Конечно, дорогой. Следующий фильм. То есть говорится все время о каком-то втором фильме. Это что, продолжение истории 18 килогерц? Или это что-то другое? Я боюсь называть цикл, ну, который я себе предполагаю. Я думаю, еще не один фильм посвятить подросткам. То есть вы планируете какой-то цикл про подростков? Да. Я думаю, что мне интересно и дальше рассматривать. Мне интересно это как родителю и как бывшему подростку, скажем так, на какие-то вещи взглянуть и понять в своих взаимоотношениях с родителями и с моим ощущением взросления этого мира. И через подростка, мне кажется, очень хорошо
очень, очень внятно можно дать ощущение искренности вот этого мира построенного вокруг. Потому что подросток, он заходит в этот мир довольно чистым. И вот первые его шаги в этом мире, в реальном мире, они начинают влиять на его формирование. Да? И через мироощущение подростка можно дать вообще очень искреннюю картину того, что происходит вокруг нас, нежели чем через взрослого персонажа. А сколько будет фильмов о подростках? Я Как вот вы и- будете их исследовать? То есть Я не знаю, То есть я боюсь есть давать просто идея, прогнозы. да? Есть, и вот сейчас есть материал, сейчас есть над чем подумать, есть персонажи, есть история, но нету определенной формы. Я говорю вот о новом фильме, который находится в производстве. Он пока еще не сформировался, он должен еще вылиться, наверное, и на монтаже, и в процессе еще дальнейших съемок. Я не могу сказать, что он закончен даже в голове. Но весь сеттинг, он существует вокруг этого фильма. Но история, которая вот связывает фильмы, неважно, в трилогию или в два фильма, это что, 18 килогерц, вот эта частота, которую... Это некое закулисье той жизни подростка, которая вот остается именно Которую не видит незримой, да, взрослый. которую не видит взрослый, которую ты перестаешь видеть. Она все равно вот это вот ограничение, вот эта стена, которая в какой-то момент вырастает, она мне интересна. Вот эта частота в 18 килогерц, она все равно всегда в определенный момент появляется. Всегда, вне зависимости от того, насколько ты хороший или плохой родитель, да, в определенный момент твой ребенок начинает говорить на другом, все-таки непонятном и даже зашифрованном, наверное, тебе языке. И на самом деле это страшно. То есть тут остается надеяться только на то, что ты все сделал правильно. И если вдруг у него будут какие-то трудности, он к тебе обратится. У вас есть такие родительские страхи? Это можно сказать, что в некоторой степени вы свои родительские страхи там исследуете? Конечно, я проецирую фильм. Автор вкладывает всегда в фильм свои какие-то искренние, наверное, чувства, особенно если автор искренен, то, конечно, на экране это все мои страхи, мои переживания, но вот так я избавляюсь от них в плане. Вот таким образом я их переживаю и потом стараюсь их держать подконтрольно. А Потому как вы что воспитываете? легче взглянуть своему страху в глаза и разобраться с ним, да, чем откладывать его. Потому что и фильм же о страхе, как бы изначально вот этот дракон в начале фильма, в который залазит ребенок, он символизирует страх. Но если разобраться, то этот дракон, он не настоящий, это искусственный, это памятник, это игрушка, это что-то такое не настоящее. Поэтому как только ты просыпаешься, эти кошмары исчезают. Как только ты не боишься на них взглянуть, они должны исчезнуть. Вопрос только в том, чтобы трезво на них посмотреть, войти в реальность. Мне кажется, вопрос Ну, то есть страхов здесь там. это больше, я не буду использовать это дурацкое слово посыл, но то есть здесь это больше про страх родителя или про страх ребенка? Потому что мне кажется, что в подростках тоже вы есть как будто бы. Конечно, ведь ребенок молчит, скованный страхом, а родители боятся то, что его его же страхов боятся. И здесь какая-то круговая порука, с которой непонятно, что делать. А вы как воспитываете своих детей? Мои дети пока дочь, ей 10 лет, и она вот-вот будет узнавать этот мир и пробовать его, наверное, на зуб. Они со мной откровенны, и я стараюсь быть с ними откровенным. Я думаю, что я смогу показать этот фильм дочери в 12 лет уже, в смысле, без каких-либо. В 12 Я покажете? думаю, что да.
когда уже более-менее что-то встанет на свои места, что-то должно, какой-то жизненный опыт должен уже присутствовать в голове. А вот вы считаете, родители казахстанские будут показывать ваш фильм Я не знаю. 12-летним детям? Я не знаю, но я знаю, что улица может показать гораздо больше и гораздо раньше. И то, кто первый подаст информацию, под каким соусом, будет зависеть само понимание ребенка, вот то, как все устроено. Кто ему первый объяснит, как это устроено. Вам объясняла улица? У вас какие мне во отношения с многом вашими объясняли. родителями? Я был довольно закрытым ребенком, насколько я себя помню. Там, не без сложностей все это. Я рос. Ну, у меня и характер такой скверный. Я не очень люблю слушать кого-то, очень упертый. Со мной, наверное, было сложно. Родители, которых вы показываете, 18 килогерц, Да. Ну, вот эта мама, да, для которой важней сказать ребенку «надень тапки», собственно, в этом же вот в нашей какой-то системе ценностей это какая-то забота. Ей проще это сказать, да, чем задать какой-то важный вопрос. И вечно занятой отец, которого никогда не бывает дома, это ваши родители или нет? Нет, это, ну, в какой-то мере это мои родители, в какой-то мере это я сейчас как родитель, потому что, ну, я не скажу, что сказать «надень тапки» это важнее в какой-то момент, просто жизнь потом в какой-то момент начинает течь по такой накатанной, что ты не замечаешь, что ты вот завязался в это болото, и как-то оно все по накатанной идет, и все уже дома играются определенные роли и правила, и в этих канонах ты знаешь, что зайдя домой, ты сделаешь то-то, и твоя программа выполнена. Дом становится тоже запрограммирован, ну, ощущение дома запрограммировано. Мне кажется, это опять-таки, ну, на это нужно смотреть легче. Я не думаю, что есть какие-то прям идеальные отношения. Просто, когда ты видишь это, ты можешь позволить себе остановить это. А если ты этого не замечаешь, тогда уже гораздо хуже. Санжар, это уже не шутки. Мам, ты не понимаешь. Это ты ни хрена не понимаешь. Поздно, уже надо было раньше думать. Пошли. Как вы думаете, вот отношения родителей и детей с 90-х сильно поменялись? Я думаю, да. имею в виду Казахстан. Я думаю, да. какие Сейчас сегодняшние? мне нравится, прогресс идет в лучшую сторону. Мне кажется, что сейчас очень много всяких практик, методов воспитания, которые популяризируются в обществе. Они очень правильные, очень правильно направлены, настроены на Вы думаете, открытость. если брать Казахстан в целом, не брать Алмату, допустим, Да. или Астану, это действительно открытые отношения родителей и детей? Мне они сложно сильно говорить про поменялись? весь Казахстан. Я алматинец от кончиков ногтей на ногах до кончиков волос, поэтому я не знаю, что там происходит. Я знаю, что происходит у меня дома, и чуть-чуть больше знаю, что у меня происходит во дворе, на работе, еще чуть больше там на районе и в городе в целом. Но это недостоверная информация говорить за все За всю общество. страну? Да, за всю страну и за это. Я вижу просто, что многие озабочены этим вопросом. Я вижу, что многие пересматривают и ищут лучший способ общения с детьми, ищут лучшие, выбирают из каких-то этих, советуются, и очень много тренингов на это, вот сейчас каких-то специальных школ для родителей. Я вижу, что современные родители не оставляют этот вопрос. Но есть и другие, которые заняты больше какими-то другими вещами, чем эти. Но в 90-х вот этот поколенческий конфликт, да, он был таким очень сильным, ну, потому что родители работали, то есть это, в принципе, много, и все половины фильмов про 90-е, да, это все-таки вот эта вот занятость взрослого, да, и одинокий какой-то ребенок. Я думаю, да, просто очень много взрослых в тот момент были сами подавлены, и их сложно винить за это, ну, в смысле, вот, само время разрушило очень многое, и многие не успели перестроиться на что-то новое. И вот эта подавленность и беспомощность, она, конечно, спроецировалась на какие-то семейные, внутрисемейные порядки и отношения, потому что, ну, большинство моих друзей с детства, с которыми мы с детского сада вместе знаем друг друга, наши модели семей были почти одинаковые, ну, в смысле, у всех
В какой-то момент отцы оставались без работы, в какой-то момент были какие-то сложности финансовые. Ну, все прошли через это, кого я знаю, кто из своего поколения. Но не знаю. А сегодня, когда есть, ну, у вас же дети, наверняка у дочери есть ТикТок. Сегодня тоже говорят о поколенческом, большом поколенческом разрыве. Сегодня я вижу, вот это касается, наверное, больше моей новой работы над новым фильмом. Сегодня я вижу другие проблемы. Я вижу проблемы информации, ну, в смысле доступности информации. И я вижу, что, ну, современному ребенку очень сложно отличить хорошее от плохого, потому что часто плохое притворяется хорошим. Да, ну а что вы, да, что такое хорошее и плохое? Мне кажется, вот это каждый родитель должен расставлять. Я не думаю, что все должны быть люди одинаковыми, с какими-то одинаковыми посылами. Они все, конечно, должны различаться, но какие-то базовые принципы, я думаю, что ни один родитель своему ребенку ничего, он сможет объяснить, что такое хорошо, что такое плохо. А дальше помогать ему разбираться в этом и как-то пытаться огородить или расшифровать ту информацию, которая идет извне, это обязанность каждого. Если взять вторую, да, все-таки важную тему 18 килогерц, это наркотики. Вы много, я так поняла, работали, да, и разговаривали, консультировались с реабилитационными центрами, вы вчера это говорили. Да. О каких консультациях идет речь? Да не, ну мы не только с реп-центрами, и с наркоманами, и с прошлыми наркоманами, и с теми, кто до сих пор в этой проблеме находится. Ну, это касается детализации сцен, мы не могли снимать ту же дачу, там, весь этот процесс, не зная, как это делается. Поняла. Поэтому нам нужно было понимать, что, как. И, допустим, я не знал, может ли случиться передоз от употребления героина через курение его. Сказали, что может передоз случиться от любого употребления, вопрос в количестве. А вот как вы думаете, в смысле, сегодня мы с вами гуляли, да, и вы сказали, да, что на самом деле, да, героин, наше детство, которое пришлось на 90-е, на самом деле эти истории были очень близко. И они есть практически у каждого 40-летнего человека. Сегодня как-то ситуация поменялась, она лучше, как вы думаете? Мне кажется, что на наркотики доступнее. Очень, наверное, никому больше не нужен героин. Вот на кастинг из 100%, кто ко мне приходил на новом кастинге, 80% точно знает, что это, и когда-то им один раз предлагали, там, я не знаю, насколько они откровенно говорят, но 80% примерно, подростков, да, это значит, что вся эта дрянь, она в таком доступе, что пальцами щелкнуть, и она у тебя будет. Это как, это не сложнее, чем купить конфетку в ларьке. Эй, вы, да, все, кто сейчас раз, два, три, замкнутый круг, стоп, туман в голове, прострации, место в нигде. Как вы будете обсуждать эту тему наркотиков? Я понимаю, что у вас есть ваши высказывания, да, и ваши страхи в ваших фильмах. Вот когда дойдет время до разговора с вашими детьми, как вы будете им объяснять? Да так же, как и все. Ну, в смысле, я не вижу каких-то способов объяснять по-другому. Каждый знает, что наркотики — это плохо, что от них можно умереть, что ну, на в них смысле, можно это же как бы в какой-то момент вы понимаете, что это бессмысленно просто говорить, что просто это плохо и все. Когда мы... Наверное, детям, которые к вам приходили на кастинг, им же тоже родители говорили. Здесь же вопрос не в том, что как объяснить это, а здесь в том, что человек, когда он не получает выработки гормонов счастья в домашней атмосфере, да, в домашней среде, и не получает выработки этих гормонов от каких-то нормальных вещей, которые не вредят здоровью, а начинает искать их где-то и добывать искусственным способом, то тут уж объясняю и не объясняю, ему просто нужно. Это живой организм, и он без этих гормонов жить не может. Ну, в плане, он не может быть постоянно несчастлив. Если он приходит домой и
он там не ощущает счастья, он в какой-то тирании находится, ну просто он не может быть там счастливым, то он в любом случае найдет, где это достать, как это восполнить. Это могут быть как наркотики, так и какие-то Всё, другие что угодно. вещи, да, которые заставят эти гормоны вырабатываться. И то, где он найдет, как это будет проще всего доставлять, я не знаю, компьютерные игры или еще что-то, где он найдет Где не завод этих гормонов, да, там он и останется. Поэтому здесь вопрос не в объяснении, насколько это плохо и хорошо. Все знают, насколько это плохо. Здесь вопрос, как сделать так, чтобы эти гормоны вырабатывались в правильном месте, в правильное время. Drive boy, dog boy, Duke on the angel boy. In the doorway, boy, she was a lipstick boy. She was a beautiful boy, and tears boy, and all in your inner space boy. 18 килогерц оставили главного героя, то есть, да, так и непонятно, какой выбор сделал этот мальчик и что он решил. Почему вы так поступили с ним? Когда я показывал версии своим родителям, я и до этого фильма я не показывал свои первые монтажи родителям. Ну, тренинг я показал только на премьере, а здесь я решил посмотреть на реакцию. Тем более я был не удовлетворен сам этим фильмом, вариантами фильма. И первый конец этого фильма был в сторону чернухи, безысходности, который очень сильно, наверное, был в сторону критики родителей, оставался на последнем звонке в дверь и не давал понять вообще, пришел ли это сын домой, либо это пришла плохая новость о сыне домой, и мама стояла обескураженная на крупном плане. И осадок был еще тяжелее, чем от того, что вышло. Чем от того, что вышло. Я показывал эту версию, и, как бы, по-моему, отец был ужасно возмущен такой концовкой. Он просто... А мама, наоборот, говорила, ну да, о наркотиках нужно говорить только с этой стороны, потому что, ну, иначе нельзя приукрашивать, если вы дадите... Нельзя людям показывать, что это такая проблема на расслабоне. Мне это... Они у меня два оппонента, они всегда спорят между собой. В смысле, один всегда становится в противоречие другого полностью. Потом второй конец, он был, наоборот, очень просветленным. Санжар после реабилитационной клиники возвращался в нормальную жизнь. Мы показывали его в больничке, и потом показывали его на последнем звонке на линейке. И как бы то, что мы думали, что прозвучал последний звонок, последним звонком оказывается его выпуск. Он прошел через все испытания улицы и наконец-то выходит. И это был прям очень светлый кадр, потому что нам и солнышко помогло его снять. Оно такое вышло из-за тучек ровно в том месте, где нужно было. Ну, его и тоже этот не конец оставили. очень понравился папе. И так не понравился маме, что она говорила, ну так, я слышала, читала эти отзывы матерей наркоманов, которые говорят, что так не бывает, что это такая проблема. Мне это тоже не понравилось. Я решил, что я не буду настаивать ни на каких концах, и это действительно... Этот вопрос не решен, он не решен ни в обществе, ни в каких-то... Он решается индивидуально. Но вот вы всегда своих героев, ну, в каких-то фильмах, да, ну, в «Сказе о розовом зайце», начнем с него, в «Тренинге», Да. и в 18 килогерц вы ставите героя своего главного всегда перед каким-то человеческим выбором, неважно, сколько ему лет. Почему? Ну, Почему? Это самое главное или это самое важное для вас? Ну и в конечном счете вы оставляете и зрителя с этим выбором, который он сделал или не сделал. Вот в этих 3 фильмах. В «Тренинге» же выбор был сделан, да, мне ну кажется. Выбор был сделан. Мне нравится, конечно, мне бы хотелось, чтобы зритель выбирал. Ну, потому что именно это отличает, для меня это отличает какое-то интересное мне кино, когда я сам вместе с фильмом начинаю выбирать что-то, у меня извилины начинают работать в какой-то мере. Не просто сложить какие-то режиссерские формы, да, в фильме и понять, как тот или иной эпизод работает, а в конечном итоге какую-то основную мысль определять самому мне очень нравится, когда мне фильм оставляет такой шанс определить эту мысль. Вы играете сейчас?
Бывает, но очень редко. Мы как-то пробовались обратно соединиться с Утопия? ребятами, да, Мгм. с музыкантами, но уже нет того запала, наверное. Хотя все возможности есть, наверное. Когда есть возможности, Мгм. все это... Но это что-то такое прям совсем юношеское было, вот ваше музыкальное это творчество, или... Творческий порыв первый, наверное. Это вообще первое соприкосновение с творчеством. Потому что первые попытки писать, поэзия и первое проявление творчества. У вас сегодня в кино музыка большое значение имеет в ваших фильмах для вас? Ну, учитывая, что вы все-таки сначала как-то были музыкантом, да, потом стали режиссером. Каждый фильм по-разному. Музыка сама по себе очень сильный инструмент для человеческого восприятия. Она сама по себе диктует настроение и очень часто перетягивает на себя одеяло. Мгм. Поэтому к музыке я отношусь очень аккуратно. Не То есть- скажу, да, если я ее применяю где-то, то я долго думаю над тем, насколько сам материал может за себя, киноматериал может за себя говорить Без без музыки. музыки. Да, конечно. Ну, вот нам показалось, может быть, мы ошиблись, что вроде как на игле была музыка Да, вчера. был саундтрек, да. Да? Ну, она в фильме присутствует просто как музыка из клуба. Когда мы разговаривали с диджеями того времени, с Денисом, с диджеем Лысым, Да. со Снайпером, мы интересовались, что было модно на тот момент, что часто играло в клубах. И так совпало, что Trainspotting, саундтрек из Да. Trainspotting на тот момент качал, и это подходило мне как привязка. Мгм. Ну и легло каким-то еще дополнительным Да, другим да, безусловно, да. смыслом. Да, потому Вообще, что их истории наркоманские, мгм. они... Ну ладно, вообще, в принципе, не будем об этом, наверное. Нет, давайте мы закончим, завершим эту тему. Вообще, в принципе, тема наркотиков и алкоголя, она вам самому близка? Вы испытывали с этим Сложности. трудности? Конечно. Ну, потому что вы прямо ее исследуете в разном возрасте. Ваши герои, мужчины, они все равно так или иначе исследуют и касаются этой темы. Ну, это было в «Зайце» и в «Тренинге», в других фильмах. Это в 18 «Тренинге» килогерц, 18 да. килогерц и в «Сказе о розовом зайце». Если в «Сказе о розовом зайце» это было не столь обдуманно и больше в тренде, потому что, ну, как-то... Все курили траву в машине. Да. Трава была в каждой машине вообще. Да, в Алмате был какой-то бум. Ну, не знаю, наверное, 18 килогерц это более осознанный подход к этой теме. Но вы так и не ответили. У вас были Ну, проблемы с алкоголем или с наркотиками? Нет, у меня не было проблем прям с алкоголем таких. И с наркотиками я соприкасался, я не буду скрывать этого. Но, ну, наверное, и проблемы из-за них тоже были. И это целое поколение. Представляете? Целое поколение. Просто без ориентации. Когда вам с детства внушают и прививают одни ценности, а система меняется, есть те, кто смог вовремя переключиться и поменять ориентиры. А есть те, кто так и не понимает, что происходит вокруг. Так вот, моя цель здесь – дать вам свое видение того, что реально происходит. То есть дать вам видение, как устроена система. Говорю про тренинг личностного роста. Мне, правда, очень нравится это кино. Еще знаете почему? Потому что вообще, в принципе, про мужчину с проблемами, вот, ну, как бы с кризисом, да, и такого откровенно вот, как будто бы слабого, в Казахстане кино не снимают. То есть, ну, это такая не самая популярная тема вот про какого-то уставшего мужчину среднего возраста. Вы как вот к ней пришли? Это тоже как-то отражало в тот момент ваше состояние или как? Ну, пришел-то я к ней уже
может быть, за месяца 2 до начала съемок, потому что сценарий был написан не про 40-летнего мужчину, а герой был гораздо моложе. Моложе? Да, это после того, как мы начали кастинг, я на кастинге стал понимать, что что-то не так, ну, что мне нужно еще доработать историю, и появился как раз-таки Дулыга, актер, главный герой фильма. И я решил попробовать изменить возраст героя в той же ситуации. И тогда история совсем иначе заиграла другими красками. И все сложилось очень правильно. Но изначально я не планировал... Ну, мне вообще сложно было представить себе ощущение 40-летнего человека. Ну, вам тогда сколько было, получается? Ну, тоже сколько это уже? Немало? Ну да, Лет 35, да, 35-33, может быть. А вы такой кризис переживали? Наверное, в 26. Кризис среднего возраста. Это тогда, когда были седативные и алкоголь? Да, возможно. Но для меня кризис среднего возраста — это, наверное, какое-то понимание необратимости смерти, да, и невозможность заменить это чем-то, ощущение какой-то безвыходности перед смертью. Ну, такого рода страхи, наверное, неудовлетворенности, ощущения не сделанности чего-то и уже невозможности сделать чего-то. Мне кажется, вот это и есть кризис среднего возраста. Главное, брат, работать и все. Вот дурные мысли в бошку лезут, значит, работы мало. Вы вообще политически активный человек или нет? Нет, вообще нет. Нисколько. Это совсем другая часть жизни, не моя. Но при этом вот в ваших фильмах, да, есть вот эта общественно-политическая реальность, и есть какой-то вот, ну, то есть 3 фильма, да, допустим, опять же, я беру эти 3 фильма, то есть это абсолютно разные эпохи, ну, нашей такой короткой независимости. И то есть вот этот срез, да, какая-то картина того, что происходит, она есть. Ну, что мы называем политикой в данном контексте? Жизнь, все вокруг. Ну, жизнь, да, я снимаю жизнь. Политика, вы согласны с тем, политика является частью жизни, неотъемлемой частью жизни, поэтому я передаю, наверное, какие-то... Ну, что такое? Я снимаю социум, на самом деле, я не снимаю какие-то... Для меня политика, наверное, это нечто другое, это управление страной, в смысле направления, что-то такое. Я снимаю жизнь внутри этого всего, если она отражает какие-то политические стороны этого всего, то, значит... И кажется очень правдивым, значит, я довольно искренне это делаю. Ну, она у вас фоном, то есть, да, это социальная жизнь. Мне, в принципе, я считаю, что это все на самом деле одно и то же, да, и я, в принципе, все вокруг называю политикой. Но у вас вот эта реальность, которая так или иначе влияет на ваших персонажей, она все равно, она присутствует. Без нее вообще у них были бы совершенно другие истории. Но при этом она как будто бы фоном. То есть вот в лифте да, поднимаются, там, допустим, герои и обсуждают переименование страны там, или переход казахского языка на латиницу. Да. Если мы говорим о эпизодах в лифте и вот, разговоров офисных работников по поводу тех или иных, мне нравилась аналогия этой сюжетной линии, которая поддерживала линию каната неопределенности, потому что он сам был человеком неопределенным, да, который потерял какие-то ориентиры. И общество было через какой-то его социум, мы видели, что общество, оно также в какой-то невесомости, да, оно говорит, оно ищет эти направления, но у них нет какой-то четкого вектора развития. И поймите самое главное. Сегодня, сейчас мы не будем искать истину. Мы лишь попытаемся интерпретировать те или иные вещи. Вот ваши герои, опять же, повторюсь, это то, что мы уже обсуждали на крыше, они все время встают перед каким-то выбором, да? То есть вот этот большой личный выбор, который должен сделать каждый из них. При этом они находятся вот в этой реальности, социальной, неважно, общественно-политической, которую они не выбирают. Вот она как фон, да, как радио в машине, то есть это как пейзаж за окном.
Но по большому счету эта реальность, она же тоже влияет на выбор каждого из них. Ну и Мне делайте кажется, выбор. мне кажется, само право выбора и героя делает героем вот это право выбора. Потому что мне интересно наблюдать за героем, когда у него есть выбор и есть свобода. Мне интересен выбор между своей волей и вот тем, что диктует природа, когда человек противостоит своим внутренним желаниям, которые продиктованы нашими инстинктами, которые Это что вы заложены имеете в виду? в нас веками. Ну, в плане, человек, прежде всего, для меня, мне кажется, борется со своими внутренними, вот природно заложенными инстинктами, что нас отличает от животных и, в конце концов, делает людьми, реакция на что-либо. И, в конце концов, тот, кто учится управлять этим всем, он смотрится гораздо выгоднее. И я пытаюсь это все как-то увязать, осознать, понять, как это работает, как человек делает выбор, продиктованный не своим инстинктом, когда инстинкт ему говорит «спасай себя» и «спасайся», а он поворачивается на 180 градусов и делает все в противоположную сторону, вопреки вот этому внутреннему голосу. По зову совести или что? Ну вот я не знаю, вот в этом я разбираюсь. Как это происходит? Как они становятся героями? Если брать историю, время 18 килогерц и предыдущий фильм, да, это все-таки вот 10-е годы уже. Насколько это важно? Или все-таки важнее Видите, человек? история, она очень... Ну, я стараюсь, во всяком случае, делать так, чтобы она была многопластовая. Конечно, время — это один из пластов пространства времени. Для истории 18 килогерц мне необходимо было, чтобы там не было сотовых телефонов, мобильных телефонов. Если бы у главного героя был мобильный телефон, и он при этом не совершил все шаги, которые он... Я не знаю, позвонил бы он, был бы у него сотовый телефон там, скоро, да. Я не знаю, насколько... Но мне хотелось его хотя бы убрать у него этот шанс и сделать его... чтобы обстоятельства на него надавили с большей силой, чем его личный выбор. Вот тут я ему не оставлял вот этого выбора. И обстоятельства становились большей силой, чем у него хватило на это все. Потому что само время начинало на него давить больше. Чем больше времени происходит от этого, чем больше ты успокаиваешься, эмоционально начинаешь принимать, оно начинает работать, мне кажется, в другую сторону. Ну вот эта сюжетная канва, она зависела, время в этой сюжетной канве, оно играло именно эту роль. А внешне, ну, если мы говорим о какой-то визуальной части временного описания, да, описания времени, то там не сильные различия большие. И я не думаю, нет различий в каких-то, вот, как вы говорите, в обстоятельствах рожденного героя в этом времени. Если человек родился во времена Второй мировой войны в тылу, да, и он провел детство на заводе, то мы явно видим, как время повлияло на него. Или если он родился там, во время перестройки, то же самое. Мы видим, что время нанесло какой-то свой отпечаток. Ну ты лично что, плохо живешь, что ли? Ну неплохо, ну понимаешь? Вот, слушай, вот, неплохо. Ну ты и есть народ. Ну есть же люди, Даня, ну есть же люди, а? Какие люди? Мне интересно, почему он вас борется. Ну, вы сейчас, в принципе, отчасти это объяснили. Почему он борется только с собой, а не с обстоятельствами? Ну и нет никакого выхода. Вот, ну, как бы, вот, внешне он действительно воспринимает, да, вот все как есть. Есть вот этот серый вид за окном, есть вот этот банк, который разваливают. Мне хотелось, чтобы зритель именно этим вопросом и задался. Но я спроецировал тот вопрос, который меня волновал, и передал его зрителю. Почему, я не знаю. Почему мы видим, когда вокруг... Мы знаем, фактически мы уверены в том, что что-то не так, но мы же не разбираемся с этим смыслом. Мы оставляем это грузом на себя, на свою совесть и продолжаем жить. И мне просто интересно, почему. Вот зритель задается таким вопросом, почему. Мне тоже интересно, почему. Что для вас высшая ценность? Высшая ценность — любовь. Да. Любовь, конечно, любовь. Любовь? Ваш герой говорит, один из героев говорит свободу. Да, и он платится за свое высказывание.